В этом году вступительные испытания для абитуриентов, желающих учиться в России, начнутся позже обычного. И связано это с проведением на территории Абхазии выборов президента Российской Федерации. Экзамены состоятся после 18 марта. Как правило, у нас подача документов начиналась 1 февраля, заканчивалась 15 февраля, и вплотную начинались экзамены. И к 1 марта мы уже все это упаковывали, запаковывали и отправляли в головной офис Россотрудничества в Москве. В этом году произошли временные разрывы в связи с тем, что Россотрудничество занимается выборной кампанией президента России в Республике Абхазия. В этой связи у нас сами экзамены начнутся 20-21 марта, только после проведения выборной кампании. Условия поступления особо не отличаются от предыдущих. Как и в прошлом году, абитуриенту необходимо набрать минимум 50 баллов на первом экзамене по профильному предмету. Правда, количество лимитов в этом году намного меньше – 53. Получилось у нас так в этом году, что имеем очень резкое сокращение квоты, но при этом, насколько я понял своих руководителей, в Москве будут увеличиваться какие-то другие образовательные проекты в помощь университету в течение этого года. Все решения, которые будут приниматься относительно порядка проведения отборочных испытаний, оценки этих отборочных испытаний, будут приниматься нами согласованно на этой рабочей группе. Пока мы утвердили, что минимальный проходной балл для профилирующих предметов будет составлять 50 баллов. Окончательный план приема по направлениям пока не сформирован. Связано это с тем, что по одному из них, медицинскому, не определено количество выделенных мест. На данный момент у нас недостает информации по медицинским направлениям. Эта информация придет в ближайшее время из центрального аппарата. Нам скажут, сколько на медицинские направления мы можем учитывать из этих 53 мест. И тогда, собственно, будем иметь возможность, исходя из потребностей Республики Абхазия, сформировать окончательный план приема. Чтобы исключить коррупционную составляющую, все задания готовятся в головном офисе Россотрудничества в Москве. Конверты с защитой и будут вскрываться прямо на экзамене. Кроме того, экзаменационные работы будут проверяться дважды. Для этих целей рассматривается вопрос привлечения педагогов из России. Затем все уже исправленные работы будут вывешены на страничке вице-президента в соцсетях и на сайте Россотрудничества. Экзамены будут проводиться максимально прозрачно. Те задания, которые будут проверяться преподавателями из Абхазского государственного университета и выставляться баллы, далее будут, не в зависимости от них, будут перепроверяться другой группой преподавателей. Это могут быть специалисты из России, где на сегодняшний день мы полагаем, что у нас получится. Если нет, то мы наберем преподавателей уже со средних школ, которые перепроверят, и потом это все будет ксерокопироваться и выставляться на сайте вице-президента Абхазии и Россотрудничества, где у детей, их преподавателей, там, репетиторов будет возможность проверить как свою работу, так и работу всех остальных однокашников из группы, кто на эту специализацию подает. Заявления от желающих поступить в вузы Российской Федерации будут приниматься до 25 февраля. В офисе Россотрудничества открыты бесплатные компьютерные курсы. И если есть проблема с оформлением заявки на поступление, то здесь помогут заполнить анкету и собрать все необходимые документы. Ирина Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.